Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Астарта Сантия Таро. И сегодня мы с вами будем делать расклад на тему, есть ли в наших отношениях будущее. Стоит ли вам ему доверять или не стоит, и к чему эти отношения могут вас привести. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Выбирайте и обратите внимание на расклады уже на будущий 2020 год. И, конечно, на плейлисты, там все расклады по темам разложены. Очень удобно, если что-то нужно найти. Итак, выбирайте. И я перехожу к варианту номер 1. Первый вариант трактуем для вас. Так, сигнификатор дамы в этих отношениях. Ну что, дама влюблена, дама переживает, все эмоционально дама наполнена. Девушки хотели бы, конечно, любви, хотели бы эмоций, влюбленности, счастья, открытости, нежности, да. И вы и транслируете ему, показываете ему свое расположение и желание, свою нежность, свою любовь, в общем-то, свои чувства и то, что у вас на сердце. Сигнификаторы мужчины, да. Карта башня. Но мужчина, конечно, показывает себя таким вот сильным, смелым, устойчивым, хорошо стоящим на ногах, уверенным в себе. Мужчиной, у которого есть фундамент, у которого есть, видимо, еще и свое дело. В общем, он показывает вам, что он прям вот мужчина такой сильный, непоколебимый, уверенный, властный, такой вот прям, в общем-то, мужчина. Так, чего ждет дама от этих отношений? Вы знаете, вот здесь странно вышла как-то карта тучи, якорь и метла. Вы такое ощущение, что в принципе ничего и не ждете от него, вы ему открыты, да, вы ему показываете свое расположение, но и как-то сильно много от него не требуете и не ждете сами. Вы в каком-то непонятном таком подвешенном состоянии, есть моменты неизвестности и туманности, непонятности много, и вам этот мужчина, вам этот человек очень нравится, он вам притягателен так и на физическом уровне, и на эмоциональном. Вы к нему, я бы уже сказала, привязались, как заикарились. Но в то же время вы не уверены, есть такое чувство неуверенности, да, и туманности, когда и непонятно, да, как складываются и куда идут отношения, но есть только лишь понимание и внутреннее, что вам этот мужчина нравится, и вы хотели бы быть с ним. Но от отношений, в принципе, ничего не ждете, просто уже заикарились. Да? Что ждет от отношений мужчина? Карта собака, кольцо, господи, колодец и книга. Он ждет от отношений партнерства, ждет от отношений такой вот некой стабильности, уверенности, также ждет верности, когда отношения уже на таком уровне уверенном, когда нет сомнений, когда все чинно, благородно, я бы так сказала. Также мужчина ждет, что все-таки он будет вести отношения, что все-таки он мужчина, он альфа, и вести отношения будет он, направлять отношения тоже будет он. И такое ощущение, что он возлагает большие надежды и много энергии на отношения с вами, но в то же время он от вас к вам не до конца открыт, есть что скрывать, есть что о чем умалчивать, потому что карта книга у нас выпала из колоды, сама напросилась на эту позицию, я бы так сказала. Поэтому здесь мужчина ждет от вас все-таки такого партнерства, верности и в то же время терпения. Терпения, некой такой вот мудрости и такого чего-то, знаете, творческого и креативного, я бы так сказала. Ему не нравится
такие будничные и скучные отношения. Хочется все-таки чего-то такого интересного, заряженного энергетически. Хочется как и партнерства, так и свободы в отношениях. Что он показывает, что мужчина показывает даме, да, что транслирует. Карта бланка дамы выпала. Еще один мужчина, это не сигнификатор нашего мужчины, это какой-то некий другой мужчина, и карта крест. Но в принципе, мне кажется, он показывает вам, да, по картам. Я думаю, что вы ему все-таки нужны, вы ему важны, все-таки выпала ваша карта бланк, и он вам это транслирует, что вы женщина, что вы та, которая ему нужна, и он, ну как вот, и интим с вами ему интересен, да, и в принципе на отношения с вами он возлагает большие надежды. Да, у нас карта крест, он верит в то, что эти отношения могут развиваться, могут расти и перерасти во что-то большее. В то же время здесь больше, знаете, трансляция с его стороны желание интима, быть с вами и, конечно, проводить с вами время. Так, дальше. Стоит ли вам ему доверять? Карта маска, гроб, ребенок и карта любовница. Вы знаете, честно говоря, вот на этом этапе, да, в тот момент, когда вы это видео смотрите, я бы сказала, что нет, пока не стоит. Ну, прям вот совсем доверять нет, но вот карта маска все равно вам как-то нужно от него быть для него такой вот загадкой и до конца, как в омут с головой, не кидаться в эти отношения. Да, он вам прекрасно показывает, прекрасно транслирует свое расположение, желание, да, но все равно вы понимаете где-то, видимо, на интуитивном уровне, что здесь есть какие-то непонятные туманные вещи от него в нем, то, что он не договаривает, что он вам не рассказывает, что он от вас скрывает или просто не хочет говорить. И, возможно, да, то, что скрывает у нас тучи, вещи какие-то очень даже важные. И наиглавнейшие будут в ваших отношениях. И поэтому карты нам говорят, по крайней мере на данный момент, что пока доверять ему на 100% не стоит. Лучше здесь немного вам включить такую вот лесу, мудрость, хитрость и вести себя с ним, по крайней мере пока, сейчас на данный момент, в соответствии с его желаниями, я бы так сказала. Тут вам нужно как-то надеть маску, не показывать ему до конца себя, то, что у вас внутри. Да, быть с ним открытой и легкой, но в таком ключе, ну, мудром, хитром ключе. И, конечно, как говорится, соблазнять, показывать ему свою красоту, свой ум, транслировать то, что вы прекрасны и достойны самого лучшего на этой земле, но доверять ему, его словам и ему до конца не стоит. Все-таки нужно подумать, как-то проанализировать то, что он вам говорит, и, видимо, более глубинно, да, читать между строк его слова, его действия, его поступки. И к чему ваши отношения могут прийти. Да, смотрите, это расклады онлайн, это не личная консультация, поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом. К чему такие отношения могут привести? Карта компас, корабль и карта лабиринт. Но вот здесь поначалу я бы сказала, что отношения в принципе будут двигаться в понятном обоим партнерам направлении, будут двигаться достаточно быстро. Направление будет выбрано ими, то есть вами совместно, но все равно потом, чуть-чуть туда подальше, у нас карта лабиринт. Да, будут какие-то проблемы, да, будут какие-то трудности, непонятности. Вот, видимо, вот это вот все, что вот здесь вот скрывалось, оно выплывет. Но если
вы вдвоем придете к заключению, что вы отношения все-таки продолжать хотите, несмотря ни на что, да, то будете вы оба совместно искать выход из положения, из того лабиринта, в котором вы окажетесь. Но смотрите, это может быть даже вот-вот в недалеком будущем, потому что у нас карта корабль, еще и карта компас, карты динамичные, да, и направление выбрано заранее, то есть нет наобум, никуда эти две карты у нас не идут, они направление выбирают заранее. Но как бы то ни выбиралось, будут такие вещи, да, неучтенные, непредсказуемые, которые на вашем пути встретятся. Поэтому, дорогие мои единички, будьте счастливы, будьте любимы. Это был вариант номер 1. Всего вам самого хорошего. С вами была Астарта Сантья. Если видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех благодарю еще раз и перехожу к варианту номер 2. Итак, двоечки трактуем для вас. Сигнификатор дамы, да, карта звезды. Ну что, вы, конечно, мечтаете о большем, желаете большего, надеетесь на большее. И понимаете, что пока, да, вот те отношения, в которых вы состоите с этим мужчиной, вы ими пока не управляете. Они идут, как идут. Я бы сказала, да, где-то даже пущены на самотек, по крайней мере, вами. Также смотрите, если здесь да, вы занимаетесь энергетическими практиками, эзотерическими практиками, то здесь есть еще и занятия этими вещами. Карты могли показать у нас по звездам, что вы, в принципе, работали на отношения, что вы там их пытаетесь как-то наладить, гармонизировать. В общем, воздействуйте на отношения какими-то энергетическими практиками, но это при условии, что вы занимаетесь. Если не занимаетесь, то тут речь о том, что я говорила ранее. Сигнификатор мужчины, карта всадник. Ну, мужчина, конечно, здесь ведущий. Мужчина тут пытается отношениями управлять, их куда-то вести, как-то их разбавлять, что ли. Ну вот такая динамика от него исходит. Он пытается и что-то и там сделать, и здесь сделать. Но все это такое. Мелкие такие вещи. Не длительные, а такие вот, я бы сказала, одноразовые. Как-то он, более динамичен в отношениях. Что дамы ждут от отношений? Компас, собака, сад. Ну, вы ждете, конечно, что отношения будут четко, развитие отношений будет четко направлено в ту или иную сторону, но, скорее всего, в сторону открытости, в сторону, когда отношения уже стабильные, заикаренные, когда отношения уверенные, и они медленно, но верно идут к тому, что грубо говоря, да, к браку, к тому, что отношения будут уже официальными, отношения уже будут такими крепкими, партнерскими узами. Вот так бы я сказала, что отношения будут верными, что вы будете партнерами, где есть между людьми доверие, где есть между людьми понимание, любовь, дружба и так далее и тому подобное. Что ждет от отношений мужчина? Карта дерева, птицы, корабль. Опять же, смотрите, мужчина, он ждет, что отношения будут развиваться, что отношения будут расти, что отношения будут легкими, такими не обремененными какими-либо условиями. Отношения будут двигаться и развиваться в том направлении, в котором он их и задает, потому что у нас есть сигнификатор мужчины, всадник, да, и что он ждет от отношения выпала и карта дерева, и карта корабль, это карта движения, но движение тут чуть-чуть разное, тут рост и развитие, да, такая укорененность отношений, да, некая такая стабильность, когда отношения уже крепкие, когда отношения уже дают какие-то результаты, какие-то плоды. И в то же время корабль. Если, например, парень, мужчина желает, чтобы вы совместно переехали, да, то здесь, конечно, он ждет, что
либо съехались, если вы не вместе сейчас живете, то он это и транслирует, он это и ждет, это отношение, что вы, например, начнете жить вместе, либо переедете совместно в какой-то другой город, другую страну. Итак, что он транслирует, что он показывает даме? Карта маска, медведь, колодец. Ну что, здесь он, конечно, не до конца открыт. Что-то есть, то, что он скрывает. Либо он свою неуверенность скрывает и показывает вам, что он на самом деле медведь, такой сильный, смелый, умный, такой волевой мужчина, энергетически заряженный мужчина, что у него есть какие-то идеи, что у него есть какие-то надежды, что у него есть планы на будущее с вами, но он их не до конца раскрывает. Тут есть как, грубо говоря, потайной карман. Да, вот у нас вот под масками, что именно, мы пока не знаем, но мужчина в любом случае показывает вам. Ага, давайте спросим, что у нас под маской. А под маской у нас кольцо. Вот у него есть все-таки, я склоняюсь к тому, что к вам какое-то некое предложение. Потому что и вот тут, да, чего он ждет от отношений. И есть у него какая-то мысль или какое-то предприятие, в общем, какой-то вопрос, который он от вас скрывает. Что скрывает, уточняем кольцом. Ну, тут, видимо, точно какое-то предложение, которое он вам хочет, да, рассказать, о котором хочет рассказать, предложить, но пока все не решается. Но ждите, может быть, в ближайшее время. Сроки все-таки мы здесь не загадывали. Тут мы смотрим, да, на данный момент он вам что-нибудь туда подальше и предложит. Все-таки пока, видимо, он не до конца созрел, но что-то себе уже планирует, какие-то планы строит. Ну и показывает вам, да, чтобы вы были в нем уверены, чтобы вы в нем не сомневались, что он силен, что он умен, что у него есть планы на будущее, да, на жизнь дальнейшую, что здесь это все у него не с бухты-барахты, а есть какой-то некий расчет. Стоит ли вам ему верить? Карта Луна, крест, аисты. Но вот, знаете, тут скорее всего, вам нужно просто прислушаться к своей интуиции. Но пока я бы ему до конца не открывалась, не доверяла. Все-таки карта Луна, у нас карта такой вот туманности, неизвестности, да, дисгармонии, когда нет уверенности, когда нет четко поставленного плана или четко поставленных каких-то, да, трансляции от мужчины, когда он четко говорит: вот я вот так хочу, и вот это от тебя жду, и будет вот так, и вот так, и вот так, потому что я так сказал. Нет, так он пока вам не говорит на 100%, хотя и трансляция тут идет такая достаточно сильная с его стороны. И ожидания тут тоже достаточно такие хорошие, гармоничные. Но пока, судя по всему, вас карты просто предупреждают, чтобы потом, не дай бог, не разочароваться, все-таки не прыгать в омут с головой, да, все-таки немного прислушаться к своей интуиции. И да, будут перемены однозначно, потому что это у нас аисты. И все-таки, дорогие мои, все-таки мне здесь кажется, что тут намек на переезд или на какое-то вот движение. Если вы совместно не живете, то тут нужно дождаться от каких-то перемен, может быть, какой-то поездки, или когда вы, например, начнете жить вместе, или вот, не знаю, вот что-то связанное с движением, с переездами. И вот, видимо, только после каких-то вот таких его действий, его предложений, либо ваших совместных каких-то поездок, решений, что-то может измениться, потому что у нас заканчивают, да, триада карта аисты, и они нам обещают некие перемены. Вот тут пока доверять не стоит, но потом у нас прилетают аисты, и, возможно, после этого вы откроете для себя то, что вам было непонятно, вам было неизвестно, и это будет решающим фактором в вопросе, стоит ли ему верить или нет, стоит ли ему доверять полностью, либо не доверять.
И последний пункт нашего расклада, куда движутся, куда развиваются, да, к чему приведут ваши отношения. Мыши, башня, развилка лилии. Ну, с одной стороны, я бы сказала, что будет такой момент, когда будут какие-то трения, когда будет момент такой друг на друга сонастройки, когда вы будете друг к другу притираться, да, узнавать друг друга, но потом все равно отношения придут к тому, что все-таки их можно развивать, их можно расширять, отношения будут как-то станут крепче, что ли, застолбятся, хочется вот так сказать. Они станут более такими крепкими, уверенными. Но все равно, видимо, вот этот момент недоверия, да, и момент того, что мужчина может что-то не договаривать, он наконец-таки вскроется, и это будет решающим к тому, что отношения все-таки изменятся. У нас вот выпала карта развилка. И дальше у нас идут лилии, то есть отношения все-таки должны наладиться. Отношения будут гармоничными, отношения будут прекрасными. По крайней мере, должны быть. Но, пожалуйста, не забывайте, что это все-таки расклад онлайн, это не личная консультация. Поэтому здесь есть, конечно, погрешности. Вот такой был у нас второй вариант. Будьте, пожалуйста, счастливы, любимы, здоровы, радостны. Пусть жизнь будет полна только самых позитивных, прекрасных и красивых эмоций. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. А я перехожу к варианту номер 3. Итак, третий вариант трактуем для вас. Сигнификатор дамы, карта развилка. Дама сейчас на перепутье, она пока не понимает, куда двигаться, что делать, что говорить, что чувствовать. Вот тут вот какое-то состояние такого подвешенное такое состояние, когда нет ответов, а вопросов много. Но ответов нет, и пока даже нет понимания, где эти ответы взять. Сигнификатор мужчины – собака. А мужчина здесь зато понимает, что отношения такие партнерские, что здесь в отношениях кто-то ведущий, кто-то ведомый. И, скорее всего, он считает, что отношения все-таки он ведет. И отношения здесь довольно такие приятельские. Я имею в виду, что люди друг друга понимают, люди друг друга слышат, люди находятся на одной волне, люди партнеры. Когда люди идут в ногу друг с другом. Что ждет от отношений дама? Лилии, птицы, компас. Ждет, что отношения будут развиваться, отношения будут расширяться, что отношения будут красивыми, гармоничными, стабильными, что курс у отношений идет к тому, к более углубленным отношениям, к более сильным отношениям, что отношения станут более такими крепкими, что отношения в то же время будут легкие. Она ждет от отношений взаимопонимания, взаимовыручки, взаимоподдержки. Также здесь, конечно, имеет место быть по лилиям, да, вот по этим линиям я не могу сказать, что тут есть страсть, но все равно в любом случае дама ждет, что мужчина будет перед ней преклоняться, что мужчина будет всегда подчеркивать красоту и изящество своей дамы, что внешний вид он будет всегда подчеркивать, что он будет вот правильное слово тут, наверное, преклоняться все-таки, да, говорить и транслировать ей о том, что она нужна, о том, что она желанна, о том, что она красива, совершенно неповторима и так далее и тому подобное. Что мужчина ждет от отношений? Совы, крест, гроб и выпала карта медведь, само собой. Опять же, в эту позицию напросилась. Мужчина ждет также партнерства стабильного, партнерства мудрого, партнерства активного. И в то же время он ждет, что отношения будут медленно, но верно двигаться, что отношения выйдут на некий новый уровень, что
Да, вот тут карта крест и карта гроб. И далее идет карта медведь. Все-таки мне кажется, что мужчина хочет и ждет от отношений такого некого перерождения, когда отношения станут более такими устойчивыми, когда мужчина, знаете, вот он здесь, да, сигнификатор его собака, а хочется ему быть все-таки медведем, таким сильным, волевым, тем человеком и тем мужчиной, который ему не перечит, которому ну, тоже, да, транслирует, что все-таки, что он мужчина, что он ведущий, что он решает, вот ударит, как говорится, кулаком по столу и все. Либо я сказал, будет вот так, и все. Тут даже слов наперекор ему, ну, говорить нельзя. Вот хочет он быть таким вот сильным и авторитетным, что ли, для вас, чтобы вы его слушались, чтобы вы прислушивались к его словам и по возможности хочет он и ждет от вас, ну вот, такого некого подчинения. Ну вот я прям не говорю как раб хозяину, нет, тут я имею в виду, что вы будете подчеркивать, что он мужчина, что он принимает решения, что он решение принял, и дадите ему возможность за эти решения и нести ответственность. Вот так. Далее, что он вам транслирует? Змея, лиса, солнце. Ну вот прекрасно вот эти две карты выпали еще вдвоем. Ну, он показывает вам, конечно, что он умен, что он хитер, что у него острый ум, что он такой вот стратег, что он также личность творческая, что он умеет и может просчитывать каждого человека, что он знает, что от кого ожидать, что он знает вас. И также тут имеет место быть, конечно, желанию интима с вами. Тут опять же он делает все и транслирует вам это и показывает даже без зрения совести, чтобы вы делали и поступали только так, как он от вас хочет, он от вас требует, так как ему удобно или так, как он себе это видит и представляет. То есть тут, знаете, я бы сказала, даже некая тирания, что ли, авторитаризм такой вот в его действиях присутствует. Но все равно, как бы он не хотел, да, недостаточно змеи, недостаточно лисички, чтобы вот видеть в нем прям такого императора. Но все равно в том, что он умен, и в том, что он такой вот достаточно такой прагмат, стратег, этого у него не отнять. Острый ум и все его планы, все его задумки обычно даже реализовываются. Тут есть, ну вот, до мелочей, каких-то мельчайших подробностей продуманный план действий и реализация этого плана. Далее, стоит ли вам ему доверять? Карта колодец, аисты и сердце. Ну вот знаете, здесь, да, мне кажется, можно ему довериться. Стоит доверять его словам и его действиям, все-таки потому что он стремится к тому, чтобы быть сильным, стремится быть волевым, стремится занимать лидирующие позиции. И не только стремится, у него еще есть все ресурсы, знания и силы, чтобы осуществить, да, и делать так, как он сказал, так, как он задумал. Потому что у нас и медведь, и совы, и лиса, и змея, еще и солнце. В общем, человек это достаточно сильный, достаточно волевой. Поэтому тут, троечки дорогие, вы, в принципе, можете ему довериться его словам. И к чему отношения эти идут? И не забывайте, пожалуйста, что это все-таки гадание онлайн, это не личная консультация, тут будут погрешности, и все зависит в первую очередь от вас. Правильно ли вы выбрали тот или иной вариант и так далее и тому подобное. В общем, нюансов здесь море. И к чему отношения идут? Прекрасно и красиво у нас выпали подряд две карты. Карта любовница, любовник, а дальше у нас луна и клевер. Ну, скорее всего, вы вдвоем
найдете точки соприкосновения, да, тот тандем, когда вы будете идти в ногу друг с другом, будете понимать друг друга, слышать друг друга. У нас, конечно, здесь присутствует карта Луна, но вот эта парность, она прям такая, она сильное партнерство. Тут взаимопонимание, опять же, как я и говорила, да, взаимовыручка и отношения. Да, потом может возникнуть какие-то туманности, неизвестности, непонятности, но это все кратковременно, это все уйдет, это все пройдет. Поэтому не обращайте, да, не отчаивайтесь, не обращайте на него, на все вот эти туманности внимания. Они имеют свойство проходить и уходить, и будут они краткосрочными, по крайней мере, да, в той ситуации и на тот период, когда мы смотрим это гадание. И это, дорогие мои троечки, был вариант номер 3. Будьте счастливы, будьте любимы. Пусть ваша жизнь будет наполнена только радостью, только любовью, красотой и гармонией. С вами была Астарта Сантия. Если видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, не забывайте. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.